В Казахстане 675 тысяч человек имеют правовой статус людей с инвалидностью. 44% из них – женщины. Кто-то сказал, что мы люди с ограниченными возможностями. Называйте нас люди с инвалидностью и помните, наши возможности безграничны. Почему мы так думаем? Потому что мы решаем. Я думаю, что самое главное сейчас нужно поднимать вопрос о том, что нас должны принять и воспринимать как носителей права. Есть инвалидность или нету инвалидности. Самое главное, в первую очередь, это человек, и присущие ему человеческие права никак не отнять, какие бы ограничения ни были бы. Ни в его здоровье, ни какие бы ограничения и внешние барьеры не существовали в обществе. Среди женщин с инвалидностью много активных женщин, которые создают свои фонды, НПО, создают организации, создают многие полезные проекты. Так как женщины с инвалидностью работают в этой сфере, постоянно находятся в этой сфере, мы бы хотели, чтобы государство сотрудничало с нами, брало какие-то рекомендации. Первое, то, что должно принять государство, то, что мы равны, и тогда будет возможен диалог. К сожалению, в нашей стране немногие женщины с инвалидностью реализовали свое право на самостоятельное материнство. Желание стать матерью и любовь к детям безграничны. Никто не может нам запретить рожать, если это реально не угрожает нашей жизни. Принимать решение, станем ли мы матерями или нет, можем только мы. Потому что мы решаем. Большинство людей с инвалидностью в нашей стране, к сожалению, не имеют достаточно квалифицированной информации о том, как правильно планировать семью, как правильно подойти к вопросу планирования беременности. Для молодых людей даже недоступна информация, что такое безопасная сексуальная жизнь. Женщины с инвалидностью сами должны делать самостоятельный выбор. Им необходимо предоставлять консультацию. Очень важно обучение репродуктивного здоровья. Очень важно проводить такую работу и с подростками. Я молодая девушка с инвалидностью. В будущем планирую создать семью и планировать беременность. И для меня очень важно быть уверенной в том, что я имею право на безопасную беременность и в случае каких-либо проблем на своевременную оказанную медицинскую помощь. В том числе женщины с инвалидностью не должны даже допускать мысли о том, что если произойдет заражение, что они останутся в одиночестве отстраненными. У них есть право, как и у других граждан, получать лечение от ВИЧ или других инфекций, получать необходимые лекарственные средства и средства контрацепции. Также у женщин с инвалидностью есть право на законный и безопасный аборт. Женщину никто не может принуждать к беременности или же наоборот делать аборт. Я планировала с 24 лет беременность свою. И вот получилось, а врачи мне сказали, что у вас спина не выдержит. Но я до конца выдержала. Очень часто женщины и девочки с инвалидностью подвергаются различным видам насильственного поведения со стороны членов семьи. Если мы не защищены в семье, то где нам еще искать защиты? Очень часто считается, что насилие – это когда кто-то кого-то избил, причинил кому-то боль физическую, да, или когда кто-то надругался над кем-нибудь. Но на самом деле, если мы говорим на примере лиц с инвалидностью, особенно женщин с инвалидностью, то насилие может выражаться во многом. Например, если человек не может выйти из дома. Насилие – это когда человек хочет общаться, но ему не дают общаться. Насилие, когда человек не может распоряжаться собственными деньгами. Поэтому мы говорим об этом и говорим не о том, что бороться с насилием. Нужно сделать так, чтобы его не было.
когда общество не принимает человека или когда навешивает ярлыки, это тоже насилие. Когда человек испытывает такое отношение со стороны общества на улице или у себя в семье, что может чувствовать человек после этого? Каким он себя чувствует после такого отношения? Мы учимся защищать себя и свои права, защищать друг друга. Мы учим тебя. Мы пытаемся остановить насилие, дискриминацию, нарушение наших прав. Инвалидность – это то, что, к сожалению, может случиться с каждым. Не в другом мире, не на другой планете. И с нами это происходит здесь и сейчас. Теперь ты понимаешь, почему мы выбираем путь, где мы решаем.